программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Уровень безработицы в России достиг пикового уровня в июле-августе и дальше будет снижаться. Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, заявили в Минтруда страны. Как обстоят дела с безработицей у нас в республике и что делать, если оказался без работы? Об этом мы поговорим сегодня с председателем Госкомитета Якутии по занятости населения Степаном Москвитиным. Степан Иванович, здравствуйте. Добрый день. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, что же нужно все-таки делать, если остался без работы, и как осуществляется постановка на учет по безработице. Да, ну как мы и прежде информировали наших телезрителей, и я сейчас тоже повторю, вы знаете, что 8 апреля правительство Российской Федерации приняло временные правила постановки на учет граждан в целях поиска работы и постановки в качестве безработного. Для этого используется федеральный общероссийский портал «Работа в России». Постановка на учет осуществляется в дистанционном режиме. Для этого достаточно иметь, конечно, компьютер и доступ к интернету. В поисковик вы можете забить либо через Google Chrome, «Работа в России» или «Труд всем», и выйдет окно, по которому вы уже, следуя ссылкам, можете оставить заявление для того, чтобы вам выплачивали либо пособие по безработице и искали вам подходящую работу. Ну скажите, а какие условия получения пособия по безработице через портал «Работа в России» существуют, и кто может получить пособие по безработице? Да, условия, они определены действующим законом Российской Федерации о занятости населения. Безработными не могут быть признаны это граждане моложе 16 лет, люди, которые находятся в трудовых отношениях, граждане, которые, несут воинскую и другую гражданскую службу, так, граждане, признанные, пенсионерами по старости, либо, досрочную пенсию он получает, люди, которые у нас находятся, в местах лишения свободы, эти граждане и студенты, безусловно, обучающиеся по программам очного обучения, они не могут быть признаны безработными. Остальные граждане все, конечно, принимаются, и их документы проверяются на предмет соответствия. Но если по каким-то причинам люди не могут пройти онлайн-регистрацию, вкратце, пожалуйста, расскажите, как это нужно делать правильно. На самом деле инструкция, она очень простая. Как я сказал, в поисковике вы должны забить «Труд всем» или «Работа в России». Выйдет, окно. Синяя табличка, зарегистрировался в качестве безработного, на которую вы нажимаете. И далее по ссылке уже идете и входите в систему, оставляете заявление. Есть там анкета, которую необходимо заполнить. Она содержит определенные графы, ваше образование, ваша прописка. Очень важно, момент заключается в том, что вы можете подать заявление с любой точки России, так, и прикрепиться по вашей прописке. Если вы прописаны в городе Якутске, то ваше заявление попадет в центр занятости города Якутска. Если вы, прописаны где-то, в Кангаласском или Намском районе, то ваше заявление попадет специалистам именно этого, центра занятости, где вы прописаны. На самом деле ничего сложного там нет. И еще один момент, если вы зарегистрированы, на портале государственных услуг, все ваши данные там уже находятся, паспортные данные, СНИЛС и так далее. Вы подтверждаете ваше, согласие на обработку ваших персональных данных. И наши сотрудники совместно с Пенсионным фондом, с ЗАГСом, если это необходимо, так, принимают ваши документы на обработку для того, чтобы проверить достоверность поданных вами данных по данному заявлению.
Но вот после того, как были заполнены все анкеты и отправлено заявление, как можно получить информацию о ходе рассмотрения этого заявления и какое решение было в итоге принято, выплачивать пособие или не выплачивать? Значит, здесь в течение 10 рабочих дней вам будут предлагать подходящую работу, опять же, исходя из вашего образования, опыта работы. Не менее 2, значит, предложений будет вам выслано. Если вы по каким-либо причинам не согласны на предложенные вакансии рабочие места, вы будете признаны, значит, безработными. Если все ваши документы и сведения не соответствуют, так, вы будете поставлены на учет, и вам будет выплачиваться пособие по безработице, размер которого также будет устанавливаться, исходя из тех сведений, которые содержатся в вашем заявлении. Ну вот опять же о размере, на какие пособия могут рассчитывать обратившиеся, в каких случаях оно назначается, и от каких критериев зависит именно размер пособия? Ну вот, вы знаете, что в начале года размер пособия, он значительно увеличился и сегодня составляет по Российской Федерации 12 130 рублей. У нас в республике он умножается на районный коэффициент. И если брать нашу республику, то для центральной Якутии, Заречья, размер пособия составляет 16 980 рублей. Так, это максимальный размер пособия. Для Вилюйской группы и, значит, северных районов он составляет максимальный размер 19 400 рублей. И для тех населенных пунктов, где районный коэффициент составляет 2, так, он, значит, у нас составляет сегодня 24 000 рублей. Так. Максимальный размер пособия по безработице, согласно существующим правилам, претендуют те граждане, которые на момент подачи заявления в течение года работали не менее 6 месяцев. Так. И это первая категория. И вторая категория – те граждане, которые, являясь индивидуальными предпринимателями, прекратили свою деятельность после 1 марта. То есть это связано с пандемией. Вот эти 2 категории, они получают пособие по максимальном размере. Остальные граждане, которые работали менее, скажем, 6 месяцев в году, так, те граждане, которые находились, значит, долго вне трудового поля, не работали, так, люди, которые вышли впервые на рынок труда, это выпускники, так, люди, которые, значит, имели какое-то доходное занятие, вот, неформально занятые, они все получают пособие по безработице в минимальном размере. Но хочу отметить, что на сегодняшний день идет спад в целом пандемии, и пособие по безработице, как озвучил министр труда и социальной защиты Котяков, будут пересматриваться. Мы уже прекратили выплату пособия, увеличенную в минимальном размере. Я напомню, что она составляла, если раньше она составляла 1500, минимальный размер пособия он у нас в республике в среднем составлял 4500 рублей. В сентябре мы завершили выплату в увеличенном размере минимального размера пособия по безработице, а также мы сентябрем завершили выплату пособия или материальной поддержки для безработных по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Сегодня стоит задача, конечно, трудоустройства граждан, так, и эти повышенные размеры пособия, они, конечно, не стимулировали граждан к поиску работы. Так. Поэтому у нас сегодня регистрированная безработица очень высокая. На учете у нас на сегодняшний день стоит 32 500 человек. Это рост почти более чем в 4 раза. Но я хочу сказать, что этот рост, он характерен для всей Российской Федерации. И мы, в принципе, как республика, мы вписываемся в средний показатель, как я повторюсь, что увеличился практически в 4 раза. В Российской Федерации эта цифра тоже примерно
увеличение регистрируемой безработицы, то есть граждан, которые стоят на учете в центрах занятости, она увеличилась в среднем в 4 раза. Ну, вот вы сказали о мотивации искать работу, но наверняка есть те, у кого, в принципе, желание даже, может быть, и сменить профессию есть. Есть ли возможность у обратившихся в центр занятости пройти какие-либо курсы переобучения, чтобы потом устроиться на любимую работу? Да, совершенно верно. Это одно из наших важных мероприятий активной политики занятости. Важно здесь понимать, что человек, не имеющий профессии или специальности, не имеет и шансов к трудоустройству. Так? Поэтому в этом году мы, значит, по нашей программе в плане обучить 2400 человек, значит, безработных граждан, незанятых граждан. План сформирован. Вот, процесс обучения он идет. И где-то в октябре, в ноябре мы эту программу завершим. Безусловно, мы уклон сегодня делаем, значит, на те профессии и специальности, где у нас наибольшая востребованность. А наибольшая востребованность у нас как раз-таки в промышленности. Так? Мы обучаем на водителей различных категорий, бульдозеристов, проходчиков, инженеров, слесарей типа А, сварщиков и так далее. Вот. И, конечно, вот в связи с пандемией, в связи с тем, что, значит, у нас и иностранная рабочая сила существенно сократилась, у нас очень большая потребность в строительной отрасли. Вот показала пандемия, что мы здесь оказались недостаточно готовы, поэтому сейчас совместно с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия ведем активную работу по обучению взрослого населения строительным специальностям. Но важно понимать, что вот в зимний период, значит, стройка не замораживается, будут внутренние отделочные работы, это каменщики, плиточники, это, значит, штукатуру, маляры и так далее. Вот этим профессиям до конца года мы обучим 200 человек из числа стоящих на учете граждан. И, значит, в следующем году мы должны обучить не менее 500 человек. И надеемся на то, что все-таки строительная отрасль, как говорится, поэтапно наши местные граждане, жители Якутии будут занимать эту нишу рынка труда. Ну, на ваш взгляд, что вообще ждет рынок труда этой осенью? Какие тенденции будут преобладать и какие еще меры, кроме вот этих курсов, о которых вы упомянули, предпринимаются вашим ведомством, чтобы безработица не продолжала расти? Да, действительно, это самый такой важный на сегодняшний день вопрос. Перед нами поставлена задача, значит, стабилизировать ситуацию на рынке труда. Я напомню, что уровень безработицы он на сегодняшний день, по данным Саха-Якутия-стата, вырос на 1% и составляет на сегодняшний день 7,7%. Напомню, что 1% в наших условиях это 5000 рабочих мест. Это достаточно такая высокая цифра. Регистрируемая безработица, как я сказал, она возросла в 4 раза. Так, но этому способствовали и упрощенная форма, значит, постановки на учет и достаточно высокий уровень, значит, пособий по безработице. Но тем не менее, значит, задача поставлена. Сегодня по поручению правительства республики мы подготовили комплексный план мероприятий по снижению уровня безработицы. И мы должны его довести до среднего показателя по Дальневосточному федеральному округу. Это комплексный план, межведомственный план. Он касается и создания рабочих мест, новых, поддержки местного товаропроизводителя, значит, направления молодых специалистов, значит, в сельскую местность, в Арктику. Предлагаем реализовать такие, значит, программы, как арктический, значит, учитель, фельдшер, доктор и так далее. У нас там много достаточно вакансий, но, к сожалению, молодежь сегодня туда особо не стремится. Поэтому механизмы стимулирования мы должны делать. Основной момент, ну, этот документ, он должен быть принят до 10 сентября, и пойдет уже системный такой стратегический документ, и он пойдет в работу. Так? По нашей программе
в рамках программы содействия занятости населения мы в этом году охватываем около 2000 человек. Общественная работа — это примерно 2-3 месяца человек работает. Понятно, что он не может заменить полностью полноценное рабочее место, но тем не менее люди будут заняты и получать заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда. Как я сказал, вот профессиональное обучение мы направим более 2500 человек. Программа самозанятости. Вот сегодня у нас изменилось законодательство. По самозанятости мы предоставляем, значит, помощь в размере 152 тысяч рублей на открытие собственного дела. 362 человека мы, значит, здесь обеспечим. Так, ну и такие проекты, как трудоустройство инвалидов и ярмарки, вакансии, профессиональная ориентация граждан и так далее. Все эти мероприятия, конечно, есть. Сегодня стоит задача, конечно, усиления работы, значит, по проекту местной кадровой промышленности. Сегодня очень важная задача – это содействие трудоустройству молодежи и выпускников не только высших образовательных организаций, но и СУЗов. Здесь мы совместно с вузами эту работу ведем. На сегодняшний день картина не такая плачевная. Все-таки молодежь находит рабочие места. И от вышедших на рынок труда молодых специалистов, так, порядка по нашим, значит, оценкам 85-90 человек, они находят работу. Но полный отчет у нас будет, значит, где-то в октябре месяце. Так. Ну и традиционно, конечно, центры занятости – это ежедневная наша работа. Мы на имеющиеся вакансии, напомню, что у нас в базе данных сегодня около 9000 вакансий, мы в ежедневном режиме ведем работу по трудоустройству населения. Но в связи с тем, что вот сегодня пандемия, конечно, здесь скрывать не буду, что есть сложности. Так, есть сложности с перемещением, с работодателями и так далее. Но тем не менее, как мы выйдем из режима пандемии, эта работа, конечно, ускорится. Поэтому работа в комплексе, она идет, так, цели совершенно четкие, понятные, так, поэтому здесь, конечно, будем добиваться того, чтобы сокращать безработицу и стабилизировать ситуацию на рынке труда. Степан Иванович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо вам. О ситуации с безработицей мы сегодня разговаривали с председателем Госкомитета Республики по занятости населения Степаном Москвитиным. До встречи в эфире.